Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, давайте посмотрим такую тему. Что вам по судьбе самые яркие, важные моменты с 1 по 10 число? Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, планах, мечтах и загадайте на события с 1 по 10 число. Прям так и спросить, что будет происходить в моей жизни, главные важные аспекты, может быть, какие-нибудь подсказочки, предупреждения. Все, что мне нужно знать здесь и сейчас про этот период времени, отрезок времени. Надеюсь, вы настроились. Я выбираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, что нам расскажет песочек про загаданный срок. Так, мои дорогие, здесь у нас очень интересная тема вышла на встрече. Общение любовного характера, любовная тематика вышла на первый уровень. И здесь у нас еще и решение каких-то важных дел. Смотрите, в этот период времени у вас особенно активируется деловая сфера и любовная. То есть, как говорится, на два фронта будете пахать, и причем очень удачно. Давайте я начну с деловой темы, потом перейдем на любовную. В деловой теме, во-первых, я вижу, что вы покажете себя как прекрасный переговорщик, вы покажете себя как профессионал, как человек, у которого, все вроде, знаете, прям тьфу-тьфу-тьфу, и ладится, и спорится, и человек может, извините, практически все, я не вижу для вас каких-то барьеров и запретов. Мало того, что очень хорошо просматривается, у вас в голове нет ни барьеров, ни запретов. И это такой главный стимул, главная такая палочка-выручалочка, которая вас ведет вперед. Вы займете какую-то лидирующую позицию, либо должность, либо, какое-то выдвижение вас в лидеры, в тим-лидеры, в коллективе будете лидером, либо даже в семье вы можете быть лидером. Но это касается именно каких-то вопросов делового характера, делового свойства. Рабочие вопросы, подписание документов, договоров, может быть, какие-то финансовые вопросы, может быть, общение с госструктурами, общение с банками, с муниципальными какими-то организациями, вузы, школы, какие-то общественные, может быть, организации. То есть там вы будете выступать и за себя, и за какую-то еще можете выступать группу лиц, представлять чьи-то интересы. Причем вам так понравится эта роль, вам так понравится заниматься этим вопросом, что вы даже какое-то, может быть, обучение захотите пройти. Вы поймете, что вам это нравится, вам это заходит, и почему бы и нет. Может быть, я свяжу свою жизнь с этой деятельностью, то есть буду представлять интересы других людей, либо подучусь, может быть, на какого-нибудь, репетитора, либо буду оказывать информационные услуги населению. То есть еще у вас идет возможность немножечко себя прокачать в каком-то виде деятельности и этот вид деятельности сделать своим, например, основным, потому что вам прям будет нравиться то, чем вы занимаетесь. И что самое главное, у вас будет просто гениально все это получаться, прям тьфу-тьфу постучу, чтобы, не дай бог, не сглазить. Дальше. Я у вас вижу тут такую закорлючку, и закорлючка у нас буквой «Р». Работа идет. А почему идет такая закорлючка? Потому что у вас будет действительно выбор. Выбор, чем заниматься. Тут у вас могут быть предложения с других мест. Это могут быть как прямое предложение. Придут к вам и скажут, тут открыли мы офис, а вы прям гениальный бухгалтер, например, условно говорю, приходите к нам работать. Либо кто-то из ваших знакомых скажет, я устроилась на прекрасную работу, либо устроился, и там нам нужны специалисты твоего класса и уровня, приходи, пожалуйста, к нам. И вы будете думать, идти, либо оставаться. Будете пытаться просчитать этот маршрут так, чтобы и не ошибиться, и так, чтобы еще и нигде, ни в чем не потерять. А потерять, я не знаю, у вас тут по деньгам как-то, вы рассчитываете на сумму определенную, у вас какой-то план, либо идея что-то приобрести, купить, либо вы могли потратиться на определенную сумму, и вы ждете как будто бы возмещения этой суммы. Будете очень долго много думать. Но я скажу вам такую вещь, что ваши решения в этот период времени, они будут просто оптимально гениальными. То есть вы вплоть до того, что вы сможете настолько уговорить людей, прям
уболтать, да, я бы даже так сказала, что люди будут просто идти за вами, как вот, да, вот там мультик был Нильс, да, он играл на дудочке, и крысы все шли за ним. Вот и у вас такая ситуация может произойти, да. Медведь покорно пойдет за охотником. То есть для вас все двери коммуникации открыты. Вы можете человека, не знаю, там одним словом убедить. Я вижу, что вы не прогадаете. Вы с каким-то вот таким вот путем зайдете, да, вы ни в чем не проиграете, но только выиграете. Дальше у вас здесь маленький чайник вышел и чашка, чайник и чашка. Ну, эти два символа, они говорят про брак, про семью, про семейность. С кем-то вы можете сходиться, с кем-то вы можете объединяться в пару, в совместное проживание, в брак даже, может быть. Понимаете, вот прям, либо разговоры у вас будут идти про вот это семейное отношение, там, где есть чашечка и где есть чайник. Так что, мои дорогие, очень такие разговоры тоже продуктивные. И вы, причем, знаете, вот опять же таки, пользуясь вашим красноречием, вы можете человека уговорить, ну, практически на все, что вы хотите. Все, что у вас вот в голове присутствует, все вы можете человека уговорить. Дальше. У нас здесь идет росток, который вот распускается, да, какое-то дело даст первые росточки, да, вот какие-то завяжутся бутончики, и вы будете этому безумно рады, потому что дело какое-то застарелое, как будто бы у него уже корни отпали, да, но при этом, вот понимаете, как будто бы не на корнях держалась жизнь, а на том, что вы, например, вкидываете в это дело, чем вы поливаете, чем вы удобряете. То есть у вас вот рост пойдет не от корней, а от, не знаю, от черенка, что ли, как это правильно сказать. То есть корни отпали, то, что ненужное было, то, что держало, то, что наоборот не давало росту. Да, может быть, корни там подгнили, и из-за этого все пропадало. Но у вас откроется какая-то вот прям, ну, другая ветка, да, другая ветвь в этом деле, либо в этой возможности. Очень хороший знак. Дальше у вас здесь вот такой лебедь прекрасный заплывает. И этот лебедь мне говорит о том, что вы будете блистать, вы будете на высоте, вы будете на волне, вы будете всеобщим любимчиком, все будут на вас смотреть, все будут вами восхищаться, брать с вас пример. Ну, понимаете, вот прям... Ну, царевна-лебедь, да, на волнах. Вот все смотрят, все восхищаются, причем по-доброму. И это действительно так. У вас такой энтузиазм, у вас так блестят глаза. И причем вы еще так одеваться будете. Не знаю, то ли, может, захочется, то ли, может, вы всегда так одевались, либо вот прям, я не знаю, вот как-то стильно вы одеваетесь, как-то вот прям не кичливо, но в то же время вот как будто, я не знаю, какой-нибудь там фэшн, да, неделя приехала в ваш городок, либо на вашу улицу. То есть люди на вас смотрят, и они любуются, не завидуют, не там пальцами не тыкают, что там типа, о, развратница, срам, а именно ну, по-доброму относятся, без зависти к тому, что вы выглядите просто прекрасно, с иголочки, да, вот такое есть понятие. Очень вы вот прям порадуете людей своим внешним видом. И сами вы порадуетесь от того, что будете постоянно получать комплименты о том, как вы хорошо выглядите, о том, как вы очень достойно вот прям с иголочки одеты. Очень будет приятно, да. Кстати, вот благодаря вот этой одежде вы даже можете предложение получить, да, вот кто-то подойдет и скажет, вот, ну, выступи моим там, я не знаю, стилистом, да, научи меня тоже так одеваться, я там заплачу, там подбери мне комплект, да, капсулу мне там подбери, чтобы я там не мучилась, потому что у тебя там очень тонкий вкус, прям гениальный вкус, да, вот, и вот просто вот прям как высокий стиль у тебя вот прям просматривается, и вы вот прям, может, и не откажете, может быть, вы еще и денежку на этом заработаете. Казалось бы, да, это часть вас, вы никогда не задумывались о том, что я там могу быть стилистом, либо каким-нибудь там дизайнером, и тут на тебе какое-то признание прям упадет вам на головушку. Дальше у вас два дела, причем одно идет треугольником, а другое идет перевернутым треугольником. Смотрите, где-то вы получаете, где-то вы отдаете. Вас эта ситуация уже задолбала, честно. Вот как будто вы что-то получаете, все время ходите, куда-то отдаете. Либо делитесь с кем-то, либо отдаете, то есть вам это не нравится. И у вас будет с кем-то очень серьезный разговор на эту тему, и вы будете пытаться найти выход из этой ситуации. То есть вам не нравится, когда вас опустошают. И вы хотели бы с этой ситуацией поскорее закончить. И вы закончите, но, возможно, на это потребуется немножко времени. Может быть, месяц, может быть, 1,5. Но закончить эту ситуацию поможет именно решение, которое будет принято. Вот с кем-то вы будете общаться, вот человек вам будет, может быть, какие-то подсказочки давать, какие-то слова говорить нужные, важные. И благодаря этому вы сможете вот выработать какую-то линию, да, поведения, либо придумать что-то, что поможет вам избавиться от этого бремени.
Здесь у вас 2 курочки, то есть одна курочка, да, петушок, я бы даже сказала, другая вот какая-то вот с большой грудью, не знаю, может быть фазан, может быть уточка. Мои дорогие, ну я вижу, что вам будет кто-то деньгами помогать, да, либо кто-то будет помогать по дому, например, либо в ваших делах будет человек вам помогать. Причем делает человек не по просьбе, да, а по зову сердца. Это очень хороший знак. С вашей стороны, вот по этой курице я вижу, что у вас все будет неплохо. Все будет, знаете, как надо. Плюс еще может по вот этому петуху, да, прибиться человек, который будет, ну, скажем так, вас задевать, будет к вам предъявлять, вернее, вам предъявлять свои чувства, свои эмоции, будет к вам интерес, да, вот свой пропихивать. Человек внешне выглядит так себе, в плане того, что он поведение какое-то будет, знаете, как несерьезное. Человек задиристый, человек может быть с какими-то шовинистическими шутками засаленными, да, и вы прям так вот брезгливо на него посмотрите, да, а человек, вы знаете, почему он так себя ведет? Да потому что он просто боится, безумно боится вас, и он ведет себя действительно, вот есть понятие такое, вести себя как безумный, вот он будет себя так вести, чтобы не показать своего страха. На самом деле человек серьезный, неплохой, но вот это поведение, оно ему абсолютно не свойственно. Это вот желание произвести на вас какое-то хорошее впечатление. Человек будет за вами ходить, да, прям ходить, и будет вам и писать, и звонить, если раздобудет ваш номер телефона. Также человек может вас провожать, возле вашего дома сидеть. Ну, будет всячески набиваться в женихи, ну что тут скажешь, мои дорогие. Ну, а вы уже думаете, там решаете. Единственное, конечно, что меня немножко расстраивает, это то, что человек не умеет себя преподнести правильно, да, хотя бы вот быть естественным. Вот страшно быть естественным, страшно, что вы ему откажете. Здесь у вас вышло солнце, которое встает. Очень хороший знак, также редко появляется в моих отсыпках, но уж вышел, слава богу. Встающее солнце – это рассвет. Это не закат, это наоборот рассвет тут вышел у нас. И мне это говорит о том, что ваша жизнь будет меняться. Меняться она начнет как-то, вот знаете, вот как солнце встает потихонечку, постепенно, так и жизнь ваша будет меняться постепенно. Вы будете избавляться от каких-то сложных, нетипичных для вас дорог, от каких-то переживаний, от каких-то комплексов, от каких-то сомнений. Может быть, там вы проходили курс лечения, который начнет давать позитивные результаты. Здесь могут быть из-за там повышения доходов, снижения расходов, в семье может быть мир, наладится вот отношения в семье, восстановление, примирение. То есть очень хорошие такие вот прям изменения в вашей жизни начнут наступать. Дальше. И я вижу здесь 2 людей, которые вот благодаря какому-то подарку, они примиряются, да. Это вот, если вы поссорились, если вы поспорили, то мужчина делает подарок своей женщине, и женщина принимает этого мужчину. Либо мужчина делает подарок вот ребенку, и женщина принимает. Кстати, может быть еще и беременность, да, узнаете о своей беременности, либо о чьей-то беременности. Но это, опять же таки, идет как подарок, и отношение к этой беременности будет как подарок, как дар, бесценный дар, мои дорогие. Дальше справедливость у вас вышла, вот тут кантор такой у вас вышел. Смотрите, справедливость, она, конечно, справедливость, но в этом случае вам нужно эту справедливость немножечко на себя перетягивать. То есть не надо слепо доверяться и говорить, пусть все будет по справедливости. Нет, чтобы все было по справедливости, вам нужно тоже будет вложиться, и тоже нужно будет как-то вот, ну, прям обозначить, да, что вам важно, чтобы было справедливое решение. Ни в коем случае не отворачиваться во время там суда, либо какого-то взвешивания, чего бы то ни было, потому что вас могут немножечко, ну, извините, надурить и обмануть. И это все произойдет, потому что вы искренний и добрый человек. Вы понимаете, вот для вас понятие справедливости — это что-то вот, ну, я не знаю, неоспоримое, да? То есть, как бы, в принципе, есть вот понятие, и все должно быть по справедливости. Но есть люди хитренькие, которые могут там подойти, не знаю, там на весы палец там поставить и нажать, да, и сразу вот там вырастет вес этого человека. Перевесит этот палец, да, уйдет эта гармония, уйдет баланс. Поэтому смотрите в оба. Если какие-то решения, дела происходят вот с тем, что вот люди говорят, ну, будем смотреть там по справедливости, не отходите от этого дела, прям следите, смотрите, проверяйте, потому что может быть немножечко перекос. Ну, это вам так предупреждение вышло, да. Также вот здесь метла вышла. Метла — это мне говорит о том, что вам нужно будет взять метлу и немножечко помести в своей жизни, навести вот в прямом смысле порядок в своем доме, на своем рабочем месте, в гараже, не знаю, на балконе. То есть у вас где-то скопилось очень много лишнего, и это, ну, такую застойную энергию
создает. А застойная энергия, она замедляет все процессы в жизни. А вам, видите, как у вас солнце встает, вам нужно быть активным человеком, нужно идти вперед, потому что вас ждет очень много всего хорошего и приятного. Поэтому, пожалуйста, не ленитесь, выберите день и выбросите просто хлам. Все ненужное просто выбрасывайте. И вы увидите, что выброшенный хлам, помноженный на это солнце, даст прекрасный результат. Мои дорогие, здесь хорошие отношения в любовном плане, примирение для тех, кто поссорился. Здесь может быть, кстати, встреча долгожданная, долго вот прям вы настраивались на эту встречу, там что-то происходило, сбивалось. Может быть, мужчина издалека будет ехать, может, вы к мужчине будете ехать. Все состоится, при этом вот ждите от мужчины каких-то вот прям подарков. Эти подарки могут быть физические, и, кстати, подарки могут быть вот какие-то сюрпризы, да, вот какие-то романтические сюрпризы. Мои милые, очень хороший знак, и я очень за вас рада. Единственное, еще раз говорю, да, не ленитесь, проверяйте то, что люди вокруг вас говорят и делают, доверяя, проверяйте и наведите порядок. Вот, ну, вы знаете где. У кого-то это будет в доме, у кого-то на даче, у кого-то в машине, у кого-то на балконе, в кладовке, на рабочем месте. Вот где-то прям место просится. Там еще вы что-то найдете, когда будете наводить этот порядок, что-то для вас нужное и важное. Вот просто обалдеете, когда найдете. И себе еще порадуйтесь, да, что вот наконец-таки я нашла, либо нашел то, что мне так сильно нужно. Так, мои дорогие, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.